Один из самых жарких дней в году выпал на сентябрьскую пятницу. Город Ниш на юге Сербии грелся под осенним солнцем и теплом детских восторженных глаз. Более 150 человек приехало с разных уголков Сербии в этот город на фестиваль российского детского кино, который организовала русская гуманитарная миссия на Балканах. Показ российских фильмов и мультфильмов стал настоящим праздником для сербских мальчишек и девчонок. Темы простые и вечные – о добре и зле, о поиске себя, о дружбе и любви, о том, что в огромном мире всегда найдется друг, на которого можно положиться. Нам все очень понравилось. Мультфильмы классные. Самый интересный про Божью коровку, как она полетела на небо спрашивать Бога свое имя. Всем было интересно смотреть, никто даже не разговаривал и не шумел. Я русский язык учу в школе как иностранный. Мне нравится, как он звучит. Красивый язык. Мы хотим в России побывать. Многие из нас хотят, потому что Россия очень большая и близка нам. Меня зовут Иван, моя фамилия Вукичевич. Я из Кралева. Было здорово. Мы первый раз приехали сюда на экскурсию. Город нам понравился. И мультфильмы интересные. Было очень интересно побывать на этом фестивале в Нише. Нам так понравилось. Мы первый раз здесь и очень хотим приехать еще. Русский язык в нашей школе учат давно. Это традиция с самого начала существования школы. Я его учу с удовольствием, потому что он красивый, и жалко, что в остальных школах у детей нет возможности его учить. Мы все очень хотим побывать в России, посмотреть, как там, узнать русских людей поближе. Они хорошие, мы знаем это из фильмов, из истории. Русские были первыми, кто помогал сербам в войнах, и мы любим русских так же, как и они нас. Мы сейчас посмотрели русские мультфильмы, и мы бы хотели, чтобы и в России смотрели что-то наше, что-то про нас. Передаю привет русский мальчик и девочки России. Россия и Сербия – две страны, чья дружба длится много веков. Она пережила и царские времена, и советские. Почти каждый серб в школе учил русский язык, а среди россиян много тех, кто с удовольствием вспоминает поездки в Югославию. Сейчас отношения наших стран из-за сложной политической обстановки переживают трудные времена. Очень мало в Сербии осталось школ, в которых есть возможность учить русский язык. И фестиваль детского кино – это прекрасная возможность для сербских детей прикоснуться к русской культуре. Это целое приключение для многих школьников. В нашей группе есть дети тех, кто бежал от войны в 90-е годы из Косово и Боснии. И у этих детей немного возможностей посмотреть мир и прикоснуться к новой культуре. Тем более к русской, которую трепетно любят у нас на Балканах. Мы очень рады, что русская гуманитарная миссия на Балканах нас пригласила приехать на фестиваль. Хотя Ниш и Крушевац находятся не так далеко. Почти никто из детей тут не был. К сожалению, в Сербии у детей почти нет возможности учить русский язык. В моей школе его преподают, к счастью, но это, увы, единичный случай. А ведь в мое время мы все учили русский язык. Сейчас дети вынуждены выбирать в школе из тех европейских языков: английский, немецкий, французский. Но хотелось бы, чтобы русский также стал в этом ряду. В программе фестиваля не только мультфильмы, но и документальное кино. Школьники из Крушевца посмотрели фильм про события Второй мировой войны, увидели свидетельства очевидцев, поняли, какой ценой русский народ завоевал победу. В условиях, когда на сербском телевидении практически отсутствует информация о роли россиян в тех событиях, о том, как живут наши ветераны сейчас, да и вообще о том, что происходит в России, этот опыт стал бесценным для сербских подростков. Для нас это хорошая возможность узнать историю народа. Мы посмотрели очень поучительный фильм. Хотим приехать в Москву. Говорят, там столько всего можно посмотреть. Ну и хочется еще раз на подобный фестиваль съездить. Нам все понравилось. Svakako je bitan I svakako je lepo podsjećati decu na veze naših naroda. Важно напомнить детям о связи, которая существует между наших народов, об общей истории происхождения сербов и русских. Сейчас люди имеют короткую память, забывают, не придают значения тем важным вещам, которые мы вместе пережили в прошлом. А если родители забыли, детям неоткуда будет это узнать. Наша задача, чтобы помнили, как наши народы важны друг для друга и не повторяли ошибок в будущем. Naravno, Rusi I Srbi su oduvek bili bratski narod I uvek će biti. Naravno. Конечно, и на конце привет
для всех в России. Несколько кинотеатров и открытый кинозал на набережной в Нише показывали российское кино. Школьники, взрослые, туристы и местные жители все получили возможность услышать русскую речь и почувствовать, что несмотря на то, что наши народы разделяют границы и игры политиков, сербы и русские до сих пор остаются братьями. Вы видели, как дети аплодировали в конце. Это значит, они с восторгом буквально впитали все новое, что сегодня увидели. И документальные фильмы, мультфильмы, новые впечатления от города, экскурсии, друзья и общение. Все это, безусловно, отразится на их мировоззрении. Наша обязанность — научить детей, показать им, кто наши друзья, союзники и приятели, укрепить дружбу между русскими и сербами, оторвать детей от интернета, где продвигается разрушительная прозападная идеология. Я благодарен гуманитарной миссии на Балканах за то, что они смогли более чем 150 детям со всей Сербии подарить этот отличный день. Спасибо за фестиваль. И третьем фестивалу русского детского фильма. Хвала еще раз. Таким образом, мы сегодня дали возможность большинству детей, то есть большему количеству детей из нашей страны, приехать здесь сюда, то есть в город Ниш, и смотреть русское кино, русские фильмы, и в разговору с преподавателями своими, с нашими друзьями, разговаривать сегодня о российской культуре и вообще о сербско-русским отношениям, сербско-русской дружбе. Это одно из основных направлений нашей организации. Русские в школах, русские между сербами. Так что всеми силами работаем над этим направлением. Я думаю, что дети сегодня действительно, что им это было интересно и что они сегодня были счастливы. Третий фестиваль детского кино в Сербии закончился, но впереди 4-й, 5-й, и снова будут новые впечатления, новые фильмы и встречи со старыми друзьями.